Здравствуйте, дети! Сегодня у нас будет занятие по математике. Тема нашего занятия – сравнение предметов по величине. Я расскажу вам сегодня сказку. Называется эта сказка «Лиса и журавль». Слушайте внимательно. Пошел журавль на званый пир, а лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и почивает. Покушай, голубчик, куманек, сама стряпала. На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит: «Кушай, кумушка, право больше нечем почивать». Взяла лису досада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пришла, несолоно хлебавши. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь. И тут лисичка решила пойти еще раз сходить к журавлю в гости. И перед ней 3 дорожки. Чтобы лиса пошла к журавлю, надо расположить дорожки от самой широкой до самой узкой. Подумайте, как это сделать? Определили? Правильно. Сначала широкая желтая, уже синяя и красная самая узкая. И наша лисичка пошла по самой короткой синей дорожке. Она собрала по дороге угощение для своего друга – яблоки. Надо расположить яблоки от самого большого до самого маленького. Давайте расположим. Молодцы, теперь давайте проверять. Самое большое, меньше, еще меньше и самое маленькое. Пошла лисичка дальше и увидела домики. В одном из этих домиков и живет журавль. Как вы думаете, в каком домике живет журавль? Да, в самом высоком, потому что журавль же у нас сам высокий. Угостила лисичка журавля яблоками. Уж очень они были сочные, вкусные. И журавль тоже решил лисе подарить подарок на память. Он подарил связку бус, на которой было 8 бусинок. Определили, какие это бусы подарил журавль? Посчитайте. Очень понравились бусы лисе. Она поблагодарила журавля и отправилась к себе домой. И они стали жить дружно и счастливо. Дети, а теперь я вам предлагаю посмотреть еще раз на связку бус, которую подарил лисе журавль. Запомнили, сколько их было? Да, 8. Возьмите цветные карандаши и нарисуйте одну связку бус, на которой на одну бусину больше, а на второй связке на одну бусину меньше. Спасибо за внимание. До встречи!